В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. С 23 по 26 июня в Якутске проходит второй международный фестиваль «Книжный ветер». Работа фестиваля проходит по 4 трекам: экранизация, иллюстрация, текст, архитектура. Гостями фестиваля стали известные сценаристы, кинодеятели, художники, аниматоры, создатели комиксов, архитекторы, книгоиздатели, писатели, критики и продюсеры. Гость нашей студии Виктор Ремезов, писатель-эксперт международного фестиваля «Книжный ветер». Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы автор романа «Вечная мерзлота», да, отмеченный литературными премиями, в том числе и «Большая книга», да, и «Книга года». Вот первая ваша профессия связана с геологоразведкой. Помогло ли это как-то реалистично показать освоение Севера в советское время? Ну, конечно, помогло. Я закончил Саратовский геологоразведочный техникум и работал один сезон в Приангарской тайге, в экспедиции. Я работал как инженер-геодезист, но работал с геологами. И поэтому, конечно, когда я писал «Вечную мерзлоту», это мне помогло. Более того, вот в моем последнем романе «Анабарская сказка», этот роман из 17 века, и там молодой 16-летний парень чертит большую карту, значит, Анабара, скажем так, реки Анабар. И один внимательный владивостокский писатель Василий Авченко, он обратил внимание на то, что этот мой герой, ему 16 лет, и я в 16 лет работал в экспедиции. Я на это не обращал внимания, но, видимо, совпадение. Мы нашу жизнь превращаем в книги. А вот что общего сегодня у современников, да, с героями именно вашего романа, и что их отличает, так сказать? Ну, общего у нас то, что мы люди, а люди со временем принципиально не меняются. Все базовые принципы, они остаются прежними, поэтому я писал о людях 17 века, но нам несложно себя вообразить в тех условиях. Чем отличаются? Ну, отличаются условия существования. Ну, конечно, современный человек отличается от человека 17 века. И это такие достаточно тонкие, иногда и значимые отличия. Но я думаю, что тут каждый должен, читая, и наблюдать за этими отличиями, и самостоятельно оценивать, в чем-то мы стали лучше, наверное, а в чем-то мы потеряли. Это дело уже каждого читателя. Виктор Владимирович, а как вы думаете, смогут ли именно современные молодые писатели именно так реалистично погрузить своего читателя в другое время, да? И как это сделали вы, например? Ну, я думаю, что, конечно, современный молодой писатель абсолютно способен на все то, на что был способен я. Если он поставит задачу погрузиться серьезно в атмосферу того или иного времени или каких-то событий, то он вполне все это может сделать. Глубокое погружение, оно требует времени, потому что вот последний роман я писал 5 лет, предыдущий роман я писал, «Вечную мерзлоту» я писал 6 лет. Для этого я ездил в те места, где происходило действие романа. Ну вот «Вечная мерзлота» — это действие там происходит в низовьях Енисея. Вот. И я специально ездил, смотрел те места, ту природу, уже глазами своих героев. То есть я уже писал, но поехал, и когда ты оказываешься в том месте, где действуют твои герои, и смотришь на это место глазами своих героев, то возникает необходимое и достоверное чувство. А вот сами вы знали или думали ли о том, что в будущем станете писателем? Почему стали? Нет, у меня, знаете, есть люди, которые рассказывают, что они с детства... Ну, наверное, так и было, да. У меня не было такого. Я просто очень любил читать книжки. Ну, как и все, наверное, или как многие в юности писал стихи, но потом, слава богу, забросил это дело.
Потом долго занимался журналистикой, а потом я довольно поздно начал писать, в 45 лет. Вот. То есть, когда все журналистики мне стало более-менее понятно, то захотелось попытаться этот мир, ну, еще описать как-то художественно, что ли. Вот примерно так все и получилось. А потом увлекло, это дело затягивающее, надо сказать. А с чего начиналось, вот кроме стихов, дальше потом? Ну, потом я еще в университете написал несколько рассказов, но никому их не показал. Ну, просто мне показалось, что это как-то все не очень. А потом они были опубликованы, кстати, да. Но вот, а потом вот в 45 я написал один рассказ, показал друзьям, они сказали, что это прямо то, что надо. И Интересно было. да, да, и Опыт. да. Виктор Владимирович, вот читатели якутяне имели возможность с вами встретиться, да, взять автограф. Какие впечатления у вас остались от встречи? У нас сегодня была одна встреча на пронизывающем ветру якутском. Ну, в Якутию приехал, значит, должно быть холодно, да? Ну вот. Ну, хотя я знаю Якутию, я много раз здесь бывал. Встреча была отличная совершенно. Она была в тяжелых погодных условиях, как я уже сказал. И слышно было плохо, потому что музыка громко играла. Но вы знаете, там через 15 минут мы обо всем забыли. Мы, по-моему, совершенно замечательно поговорили. Там были отличные совершенно, очень толковые люди, отличные читатели, очень внимательные. Кто-то про меня все знал и хорошо комментировал мои книжки. Ну, очень хороший разговор был, прямо очень хороший разговор был. А что-то спрашивали, может быть, интересно, интересовались? Понимаете, поскольку у меня, вот я живу в Москве, а у меня 3 романа сибирских, вот, то мне люди Сибири, они мне, видимо, все-таки ближе. Или людям Сибири ближе мои книги, потому что все-таки москвичу надо немножко напрячься, потому что, чтобы вообразить себе анабар, да, а якутянину не надо. Он это себе более-менее прилично представляет. Поэтому и разговор, видимо, был такой, ну, мы понимали друг друга. А что-то спрашивали, может быть, советы просили, если они... Да, молоденькая девушка, которая начинающий писатель, она меня спрашивала советов. Ну, какие мог советы дал? Ну, в этом деле советы это дело левое. Ну, интересующихся было много на фестивале. Ну да, вот все стульчики были заняты у нас. Вот в 2020 году Якутия была официально признана самым читающим регионом страны. А вот как это ощущается вами, писателями? Вы знаете, это никак не может ощущаться, потому что это статистика. Но я рад за Якутию. Почему? Хорошо. Хорошо, когда люди читают, разве плохо? Я сам много читаю и люблю это дело. Вот вы говорили, что во многих местах были до этого. В Якутии где были? Ну, я был на Лейне, и вот когда писал эту книгу, я проплыл специально теми путями, которыми шли первопроходцы. Это книга о первопроходцах, о казаках, промышленниках, которые добывали соболи, о купцах, собственно, о тех, кто и были первыми. Вот. Ну, естественно, о местном населении тоже. И я, чтобы достичь большей достоверности, я проплыл там 850 километров на лодке с мотором, на моей лодке, по Лейне, как раз вот по тем местам, где ходили мои первопроходцы. И да, но потом я там сплавлялся по реке Юдома, например, которая тоже имела большое значение для первопроходцев, кроме всего прочего. Ну, просто, ну, естественно, я был на Ленских столбах, но я много где был, на самом деле. Я в Якутске был раз 5, 6, 7, не знаю. Виктор Владимирович, вот как вы считаете, каков сегодня портрет именно среднестатистического читателя, да, вот от лица писателя, может быть? Среднестатистический читатель сегодня – это женщина, безусловно, да. На всех читательских встречах, клубах это в основном женщины. И в среднем от, наверное, 35 до
ну, скажем, там до 55. Хотя есть, конечно, и молоденькие девочки, есть и женщины постарше, но вот средний такой вот читатель. Среди них такие, как редкие грибы, значит, торчат иногда мужчины. Ну, может быть, просто мужчины реже ходят на встречи. Ну, вот. Но в среднем вот так, в среднем женщин. Либо, может, у них времени мало. У женщин, конечно, его больше. А вот как вам книжный фестиваль в Якутске? Давайте подытожим. И что удалось самому вот посмотреть, с кем познакомиться, что вот и что, может быть, хотели бы, да, увидеть? Ну, во-первых, я рад за Якутск, потому что, ну, только недавно начали и прочее, поэтому я думаю, что это все будет разрастаться. Книжный фестиваль — это всегда очень интересно, потому что когда приезжают издатели, приезжают писатели, привозят множество книг, и можно пройтись по, ну, якутянину, пройтись по этим книжным развалам, выбрать себе. Я прошел сейчас, кстати, посмотрел и обнаружил там одно издательство, которое занимается как раз вот историческими, исследовательскими книжками, вот, исследованиями природы и прочее. Меня дело очень заинтересовало. Ну, то есть книжный фестиваль — это всегда такой книжный праздник для тех, кто любит книжки. То есть есть всегда что выбрать, есть возможность послушать. Там приехал какой-то писатель, которого ты любишь, так и вот он что-то такое наговорил. Но можно и расстроиться, конечно, потому что такой великий нобелевский лауреат Оден, поэт, он сказал, что если вам понравился роман, не знакомьтесь с его автором, расстроитесь, да. Ну, бывает, что и не расстроишься. Виктор Владимирович, вы сегодня принесли работы свои. Может быть, что-то посоветуете, покажете одну из них, что вот... Ну, они у меня все сибирские. Это вот последняя книжка «Анабарская сказка». Это про первопроходцев как раз. Это 17 век, исторический роман. Ну, исторический, он же и приключенческий отчасти, и реалистический тоже. Вот. Это вот в этой книжке есть хорошая повесть, где один 50-летний дядька в одиночку сплавляется по верховьям реки Лена. Поздняя осень. Называется «Одинокое путешествие накануне зимы». Ну и там описывается жизнь этого одинокого сплавщика, ну, в художественной форме. Вспоминает жену, детей, друзей, 50 лет. Есть о чем подумать, что-то сделано, что-то не сделано. Ну, такое. Ну, много природы. Эта книжка «Действие волевольное». Это первый мой роман. Действие происходит в Охотске. Современная действительность, ну, там, 20-летней давности. Браконьеры, менты, почти детектив. Спасибо. Да. Ну и вот «Вечная мерзлота» — это главный роман, о котором вы меня спрашивали. Супер. Виктор Владимирович, спасибо, что сегодня к нам пришли, поделились с нами своими работами, историей, философией. Спасибо вам большое, да. Было очень интересно. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.